В Украине поиск жилья и трудоустройства вынужденных мигрантов остается очень острой проблемой. Аннексия Крыма и развязывание войны на востоке страны заставило людей покинуть свои дома. Получают ли переселенцы поддержку государства, в нашем сюжете? Али Исаев с женой и 3 детьми уехал из Крыма еще в прошлом году, перед проведением референдума о присоединении к России. Они поехали во Львов и нашли приют у жителей хутора Ладоки. На хуторе особо условий, конечно, не было, но люди помогали, чем могли. Там соседи приезжали там на этих брычках, лошадях, приносили там, даже мясо приносили. То есть все. Но так как там не было работы, то есть нужно было что-то делать, потому что семья, дети. То есть мы приехали в город. Перебравшись в город, уже сами за свой счет сняли жилье. Али работал на нескольких работах. Я много где работал, и поваром, и официантом, и на вышках работал, высотником, монтажником. То есть, много чего перепробовал, на самом деле. Амина Исаева, домохозяйка, занимается воспитанием детей. Говорит, детских денег, которые выплачивает государство, не хватает даже на самих детей. С документами у нас были проблемы, потому что не могли перевести сюда, детские. У нас помощь детские платится 950 гривен. Было больше, сейчас немножко меньше и стало немножко тяжелее, ощущается. Потому что цены поднялись. Али рассказывает, от государства помощи практически не было. Семье в основном помогали волонтеры. Конечно, больше всего, наверное, помогли волонтеры изначально. То есть по их приглашению мы приехали, нас встретили. Государство помогает так пассивно, то есть стандартно, да, то есть, те же, опять-таки, выплаты детские, которые есть, это, естественно, оно все уходит на семью, да, и после того, как приняли закон о переселенцах, да, разных там территориях оккупированных, они стали выплачивать на квартиру там, 2 с копейками, скажем так. Но этого, естественно, не хватает. Парламентарий Георгий Лагвинский считает, государство не в состоянии финансово помочь всем переселенцам. Но уверяет, бюджет увеличивается. И вскоре могут появиться деньги и на временно перемещенных лиц. С учетом того, что ни одна страна мира не смогла бы достойно справиться с проблемой 1,5 миллиона временно перемещенных лиц, это невозможно. И люди, которые все-таки переезжают, мы относимся к ним с уважением и должны оказать максимальное содействие. На сегодняшний день государственный бюджет начинает пополняться. Я очень надеюсь, что следующие транши того профицита бюджета пойдут все-таки на поддержку лиц, которые действительно в этом нуждаются. Это временно перемещенных лиц. Али в Крыму занимался выращиванием саженцев, роз и винограда. Решил продолжить свой небольшой бизнес и в Украине. Недавно он выиграл 2 денежных гранта, которые уже успешно начал вкладывать в развитие бизнеса. В целом за 1,5 года он уже в 3-й раз меняет свое жилье. На этот раз перебрался в пригород Львова, чтобы заниматься земледелием. Потому что надо семью кормить, и все-таки решил, что нужно заниматься тем, что мне нравится, то, что получается. Лилия Зенедин, Асан Иминов, Заман, АТР.